Перейдем к теме воздушного транспорта. Это отрасль, по которой кризис ударил больнее, чем по большинству других сфер. Ситуация в авиационном рынке страны в целом напряженная. Повлияли на это известные факторы: санкции стран Запада, затянутые ремни покупательской способности пассажиров и, безусловно, колебания иностранной валюты. Если брать по России, то относительно стабильнее остальных чувствуют себя 5 крупнейших авиакомпаний страны. Это Аэрофлот, Сибирь, ЮТЭЙР, Уральские авиалинии и Победа. Остальные, согласно данным, не просто тяжело, а многие предприятия находятся на грани банкротства. Картину по стране и республике, в частности, обрисовывает Департамент воздушного транспорта Якутии. В принципе, на сегодняшний день по России все авиакомпании работают с отрицательной прибылью, вот так скажем. Да, даже те авиакомпании, которые мировой лидер, да, лидер перевозок в России, Аэрофлот тоже испытывает определенные трудности в данном направлении. Ну вы все были свидетелями, что случилось с Трансаэро, да? Какие колоссальные затруднения испытывала авиакомпания ЮТЭЙР. Если говорить о нашей авиации, да, это Якутия, у нас на сегодняшний день на территории Якутии действуют и работают 4 авиакомпании. Это Якутия, Полярные авиалинии, авиакомпания «Алроса» и авиакомпания «Дельта-К». Мы понимаем, что будет впереди трудно, мы над ними работаем. Тоже где надо, ужимаемся. Где-то принимаем непопулярные меры, да, такие как сокращение штатной численности, да, оно есть. Мы за 2015 год в целом по отрасли мы около 300 человек сократили. Если подводить итоги за 2015 год, там на первый взгляд цифры плачевные, да? У нас там идет уменьшение перевозки пассажиров до 30%. В сравнении с 2014 годом, но это касается в основном только магистральных перевозок. Мы внутри республики в целом перевезли в сравнении с 2014 годом на 4,5% больше народу.